говорить уже, да? Пошли. Мгм. Все, да? Могу говорить, да? Покажите. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Мгм. Здравствуйте, здравствуйте, вас слышно. Ага, здравствуйте. Слышите меня, да? Да, да. Ага, Слышно, здравствуйте. видно. Все, Мгм. и видно, и слышно, да? Да. Отлично. Так, ну, добрый вечер, уважаемые наши читатели. Добрый вечер и все, кто присоединился и кто присоединится к нам. Я выражаю огромную благодарность всем, кто нашел время и подключился к нашей Zoom-конференции. Я выражаю огромную благодарность нашему гостю Ивану Петровичу Луцкану. А гость у нас сегодня действительно замечательный. Пока все подключаются, я немножечко, буквально вкратце расскажу о нашем проекте. Наш проект «Секреты успешности» был запущен с февраля 2020 года и был запущен, конечно, в формате онлайн. Но так как в связи с такой ситуацией мы этот проект стали проводить в форме онлайн. И сегодня заключительный проект, заключительное мероприятие по этому проекту, и нашим гостем стал, еще раз повторюсь, Иван Петрович Луцкан. Иван Петрович Луцкан – это главный врач Республиканской офтальмологической клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент, победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Друзья, я хочу вам сказать, что наше мероприятие будет проходить в форме диалога, вопрос-ответ. Вы можете задавать свои вопросы в чате, либо можете поднять руку и задать вопрос лично, онлайн. Иван Петрович, я думаю, вы не будете возражать, если я вас просто буду называть Иваном. Спасибо за то, что вы нашли время и откликнулись на нашу просьбу. Я знаю, что вы очень занятый человек, недавно прилетели из командировки, но нашли время. Еще раз спасибо. И любезно согласились на эту нашу встречу. Вы знаете, создается такое впечатление, когда я готовилась к этой встрече, что все 24 часа вы работаете. У вас как будто нет времени даже на отдых. И везде вы создаете свою нишу. Вы и управленец, вы и врач, и ведущий, были депутатом, были министром. И в одном интервью вы сказали, глава, министр – это временно, а врач – это на всю жизнь. Так что же все-таки в первую очередь вы, кто вы? Можете ответить, сказать, Иван, пожалуйста. Спасибо большое, Людмила, за такое представление. Честно, вы меня маленько смущаете, потому что на самом деле один образ, который вы видите на экране, другой образ, который есть на самом деле. В первую очередь, наверное, я человек. Человек со своими идеями, мыслями, со своими желаниями, со своими, возможно, какими-то мечтами, которые хочется воплотить в жизнь. И где бы я ни находился, на какой-либо работе не работал, наверное, я вот этим принципом исследую. Вот на данный момент я являюсь главным врачом больницы. Понятно, как для любого врача, для меня важно в первую очередь это, чтобы наши пациенты чувствовали себя, наверное, в комфортных условиях. Это уже как и организатора меня беспокоит, чтобы они получали качественную медицинскую помощь. И я думаю, что мы коллективом нашей больницы делаем все возможное, чтобы
это происходило, потому что я всегда общаюсь с пациентами и в коридоре, я общаюсь с ними во время лечения, в палаты захожу, неформальной достаточно обстановке, и в режиме обратной связи пытаюсь получить информацию о том, что их не устраивало, что, возможно, где-то улучшить. Потом я эту информацию доношу до наших коллег-врачей, и мы вместе вырабатываем пути решения вот этой проблемы. Поэтому то, чем я сейчас занимаюсь, меня вполне устраивает, и это главное, что результат от этого получаю. Так, спасибо за ответ. Иван, раз сегодня наша тема, да, секреты успешности, вот скажите, вы считаете себя успешным человеком? И если да, то, может быть, у вас какая-то своя формула есть, или какой-то девиз, или какие-то там действия, то поделитесь, пожалуйста, вот со всеми присутствующими здесь и ответьте вот на этот вопрос. Ну, во-первых, хотел бы, вот вначале я забыл об этом сказать, я хотел сказать спасибо тем, кто подключился. Я вот смотрю 40 участников, достаточно такая серьезная аудитория собралась, может быть, будут люди подключаться. Касается успешности, знаете, для кого-то считается, что у меня все успешно. Потому что, вот я уже вначале сам сказал, есть определенный образ, и он формируется. Хотя у меня в жизни были и взлеты, и падения, и много раз я вставал, и после этих падений поднимался вновь. Поэтому это вот такое волнообразное течение, и говорить о том, что это успех или не успех, наверное, не мне оценивать. Можно лишь оценить успех по тем результатам, которые достигнуты. Я вот и вначале тоже сказал, что где бы я ни работал, я старался, чтобы какой-то результат от моей деятельности был. Допустим, если преподаю, то мне хотелось бы, чтобы мои студенты получали те знания, которые им пригодятся в жизни, а если они там добиваются успехов на своем уже рабочем поприще, когда они закончили вуз и диссертацию или магистерскую работу хорошо выполняют, их хвалят, и потом в последующем их хвалят на их постоянном месте работы, наверное, здесь какая-то доля тех знаний, которые я вложил, наверное, присутствует. Конечно, мне важно. Допустим, когда я работал в Жатайской больнице, мы с коллегами вместе запустили 3 объекта здравоохранения. И сейчас они работают и приносят пользу жителям Жатая. Наверное, в этом и заключается успех. Есть результат, который мы вместе с командой достигли. Наверное, большой плюс в этой работе есть. В работе Минобщества, да, когда я был первым замминистра, Да. И курировал национальные вопросы, мы же тогда из федерального бюджета по новой формуле смогли выбить средства для того, чтобы наш Дом дружбы народов смог получать средства на укрепление материально-технической базы. И они сейчас уже на протяжении 3 лет, там сумма пусть и небольшая, 2 миллиона, но они получают ее уже 4-й, надеюсь, год будет следующий, если в федеральном бюджете эти деньги заложены. Это же то оборудование, которое позволяет создавать картинку на сцене Дома дружбы народов. И напомню, что это средства из федерального бюджета, а не республиканского. Там, в Министерстве молодежи у нас там немножко другие задачи были. В тот момент, когда я пришел, паводок случился, и было необходимо срочно организовать работу студенческих отрядов, своевременно их отправить в места, где нуждались в помощи люди. И мы же это сделали, все оперативно, люди зарплату получили. Значит, студотрядовцы были оснащены там всем необходимым спецодеждой, питанием, своевременно проезд им к месту. И они помогли, мы тогда экономический эффект считали, что если бы это осуществлялось за счет средств аукционов, там привлекались бы подрядчики, это бы стоило бы там восстановление 100 миллионов. А студотряды сделали эту всю работу за 10 миллионов. Но это же определенные эффекты экономии для бюджета, но самое главное – это люди. Я ездил потом по тем районам, где студотряды работали, и люди подходили и говорили: спасибо большое, ребята такие молодцы, что они сделали. Но и сейчас та работа, которая в офтальмологии, значит, во-первых, это работа в условиях ковида. Отдельное спасибо моим коллегам, врачам, медсестрам, которые, несмотря на ту ситуацию, которая складывается, продолжают трудиться и оказывать плановую медицинскую помощь, чтобы у людей качество жизни поднималось. Ведь зрение – это основа качества жизни.
Да, это И действительно. благодаря рукам наших врачей они возвращаются к этому хорошему качеству жизни в условиях пандемии. И задача наша, как организатора, вот моя, коллег моих, чтобы врачам было комфортно и безопасно работать. И Вот, вот это вот за 3 месяца, да, вот сколько я возглавляю, ну, 4-й пошел, мы не допустили ни массовых там каких-то вспышек, ни заражения наших пациентов, поэтому вот мы четко по тому регламенту, который есть, работаем. И еще раз повторюсь, спасибо всем моим коллегам, которые создают все возможное, чтобы этого не было допущено. Поэтому Иван, а по скажи, поводу секрета, да, вот ага, успешности я отвечу да. одним предложением. Главное вот, это оставаться человеком, в какой-либо ситуации ты не находился. Вот в этом, наверное, залог успеха. Спасибо. Иван, а скажите, назначение вас на должность главного врача было неожиданным предложением или все-таки вы ожидали это предложение? И как после этого изменилась ли ваша жизнь как-то, каким-то образом, да? Может быть, более ответственная такая работа, должность, и меньше дома стали вы находиться, или как? Ну, я дома меньше находиться, это, конечно, такой вопрос, да. Не стал, наверное, да, потому что я всегда находился в таких должностях, где объем работы был большой. Там, когда министром работал, там, зав. Отделением, вот зав. Ковидным отделением, когда был. Просто здесь надо понимать, что первое, для меня это было неожиданно, то есть я не Так. знал об этом. Мгм. Во-вторых, я попросил срок назначения оттянуть, потому что в тот момент я работал в ковиде и считал, что я пока необходим так в первую очередь, и Министерство здравоохранения пошло навстречу, и срок моего назначения был сдвинут. И я Так. считаю, что это было актуально на тот момент, потому что мы полностью отладили ту работу, которая стояла перед стационаром. И сейчас коллеги там трудятся, и, в принципе, уже вот те механизмы, которые были заложены тогда, они сейчас приносят те результаты, что пациенты выписываются с выздоровлением. И для меня вот всегда это было важно. Кто бы там кто ни говорил, я всегда вижу четко цель, вот иду к ней. В плане работы, просто специфика немного поменялась. То, что это офтальмология, для меня это новое направление. И я каждый день для себя что-то новое открываю в сфере офтальмологии. Надо понимать, что Мгм. я не офтальмолог, я это всегда откровенно говорил, я Признаю. врач-организатор здравоохранения, у меня есть задачи организаторские, но я всегда слушаю моих коллег, которые офтальмологи, и они всегда мне дают вот те направления, по которым мне необходимо отрабатывать такой Мгм. совместный труд. Так, ясно. Вот в одном из интервью, я когда готовилась, конечно, Мгм. перелопатила очень много материала, да, Мгм. и в одном из интервью вы сказали: лидерами не рождаются, ими становятся. Мгм. Было бы желание и мотивация. Вот такой вопрос. Вы по натуре лидер или вы должны всегда быть первым? Что вами движет? Честолюбие или ваша беспокойная натура? Или, как я прочитала тоже в какой-то газете, что Иван Луцкан отличник во всем. Что вы на Мгм. это скажете? Вы откопали интервью, конечно, 2000, по-моему, 10-го года, если мне Да-да, память. но Это я же говорю, столица. я очень много, да, Да, спасибо. материала перелопатила, да. Вот я вот когда эти интервью, у меня подборка тоже есть, там, газет, Мгм. которые про меня писали в свое время. И, знаете, я заметил, что я мнение-то особо не поменял за годы, вот сколько прошло Мгм. с того момента, как я давал. Значит, что касается отличника. Это же моя же и проблема, да, что всегда хочется быть где-то передовиком, и я себя иногда порой останавливаю, потому что не обязательно быть отличником во всем, да, главное, чтобы были те результаты по вот тому направлению, где ты сейчас трудишься. Иначе себя тоже на износ можешь себя загнать так, что потом ты пользу вообще не сможешь Ну приносить. да, это Вот. Поэтому что мной движет? Мной движет только одно – это желание приносить пользу. Там даже не честолюбие больше, а вот именно
моя неуемная натура, Ну вот беспокойная, видимо, да, неуемная беспокойная. действительно. Вот, и почему вот многие же говорят, что я там, и там, и там. Ну да, есть такое, но это же кому-то разве мешает? Оно же никому не мешает. Ну, то есть, да, вот так и будет. И знаете, мне очень отрадно и очень приятно, да, что вот когда я смотрела весь материал, что вы очень часто упоминаете свою школу, в которой вы учились, добрым словом Мгм. вспоминаете своих учителей, и вы даете понять, или вы считаете, что именно благодаря этому, благодаря учителям, да, что именно школа оказала большое формирование на вас как на личность? Они вселили в вас уверенность или что? Мгм. Или вам Очень- повезло просто, или это должно было действительно так быть, что вот что школа – это как бы трамплин для дальнейшего прыжка? Нет, школа, во-первых, я всегда считал, что это учреждение, в котором нам дают те знания, основы, благодаря которым мы становимся тем, кто мы есть в будущем. Так. Я вспоминаю просто 7 класс, это был 7 именно класс. Я вообще по натуре-то был очень скромным товарищем, ну, активным, но скромным. И в 7 классе меня заметила тогда воспитатель-организатор школы номер 8, которую я закончил, Валентина Васильевна Заярная, и она сказала: давай к нам в нашу самодеятельность пойдешь, и в наш школьный театр пойдешь, сыграешь на новогоднем утреннике Буратино. Вот с той поры, наверное, и пошла моя активная деятельность. Мгм. Такая. Вот я начал играть всевозможные там сценки. Ну, я всегда говорю, я там рос, потому что у меня были роли вот Буратино, потом был Король времени, потом разные зайчики, там, волчики и тому подобное. Ну и я дорос до Деда Мороза. Это вот мой был этот пик, Ясно уже. пик карьеры, да, актерской в школьном театре. И вот благодаря, наверное, учителям, в том числе и воспитателям, они вот попытались во мне раскрыть какую-то, ну, такую общественную жилку, Мгм. и ее поддерживали, как-то направляли, наставляли, и вот я очень благодарен им за это. Я вот в 8 школе очень признателен и тому педагогическому коллективу работал, который сейчас трудится, потому что они сделали из меня человека, который я сейчас. Ну, вы Вот, можете им передать привет. Такая большой привет, если, возможность у конечно, вас. они здесь есть, да. Да. Конечно, с большим удовольствием передаю. Я бываю иногда в школе, правда, сейчас вот пандемия мешает этому, Мгм. разговариваю с учителями, встречаюсь. Приятно. Вот Вячеслав Шандрин задает вопрос. Вячеславу Ивановичу большой привет. Значит, у него было как раз недавно, по день рождения, его с прошедшим днем рождения. Иван, что опыт работы в Минобществе Минмолодежи вам дал, помимо расширения кругозора и новых друзей? Да, такой вопрос Вячеслав Иванович задал вам. Значит, здесь, наверное, скорее всего, мыслить в масштабах республики. То есть одно дело, когда ты руководишь предприятием, это одни задачи, другие задачи, когда ты на уровне региона занимаешься вопросами. Тем более те вопросы, которыми я занимался в Минобществе, это были национальные вопросы, это очень тонкая сфера, здесь надо всегда быть аккуратным, чтобы не затронуть, скажем так, интересы какого-либо национальности, а действовать в интересах народа в целом. То есть вот здесь всегда надо вырабатывать четкую позицию, чтобы потом не было двухсмысленных каких-то трактовок. Что касается Минмолодежи, ну, молодежная сфера для меня была не новая, потому что я и из профсоюза был, и в университете долгое время преподавал, поэтому было интересно почувствовать себя в шкуре министра в данном случае, потому что ответственность другая, чем у первого зама. Но я считаю, что мы достойно справились. Почему? Потому что я вот вспомнил еще один момент. Мы в рейтинге органов власти по России мы скаканули на 20 пунктов вот в том году. Мгм. Потому что мы четко исследовали
мероприятиям, мы научились их проводить без поддержки финансирования, потому что для меня было важно, чтобы молодежь себя реализовала. И вот мы как раз ее направляли, как орган власти, мы им давали возможность себя проявить. И вот это же ведь самое главное. Но главное, что проявлять в правильном русле, то есть там, позитивном, а не в негативном. Вот, наверное, была задача, которую мы выполняли в Минобществе Минмолодежи в том числе. Спасибо. Иван, ну а теперь вернемся к нынешним событиям, да? Вы стали одним из победителей суперфинала управленцев «Лидеры России». Эмоции переполняют. Это было круто, сильно. Войти в 100 финалистов. Это ваши слова, сказанные после победы. И вам даже посчастливилось выступить на встрече Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России» в режиме видеоконференции. Вот, пожалуйста, расскажите немного об этом конкурсе и о встрече с президентом России. Ведь не каждый день встречаешься с президентом России. Пожалуйста. Да, ну начну со второго, да, про встречу с президентом. Потом я получил кучу негативных откликов в интернете, что якобы я там врал президенту и так далее. Ну, я даже не знаю, я уже комментировал несколько раз это и могу повторить еще раз. Но, во-первых, президенту я не врал, потому что у меня нет натуры врать. Я ему говорил, как есть. То есть аппараты ИВЛ в республике были и есть. И сейчас их около 500 штук. Вопрос, сколько на них сейчас людей? На них сейчас 30, по-моему, 2 человека на последние данным было. 532 только задействованы под ковид. Коек. Сейчас в республике 3000 с гаком коек. На них лежит сейчас менее 2000. Сейчас занятость коек 58% всего лишь. Коечный фонд стоит, он готов в случае необходимости к приему пациента. Далее, тогда ситуация, я тем более докладывал по своему отделению, что мы научились держать ковид в руках. Если бы это было бы не так, мы бы сейчас, наверное, были бы завалены трупами. Вот это мой сейчас достаточно жесткий ответ. И было бы то же самое, что творилось в западных странах. Это Италия, там Соединенные Штаты Америки, когда гробов не хватало для людей. Это было, это есть, это он. Посмотрите историю буквально полугодовой давности, вскрыть, и это можно будет увидеть. И система здравоохранения, она действительно перестроилась. Да, были трудности, да, были какие-то там шероховатости, но тем не менее справились. Люди умирают. Это, наверное, самое тяжелое, что есть. Но болезнь, она не щадит никого. Но если бы вот мы так бы не перестроились и не научились бы реагировать своевременно, то, поверьте, смертей было бы больше. Вот это правда многим не нравится. Но вот именно об этом я и говорил президенту. Вот теперь, что касается участия в конкурсе. Конкурс действительно был тяжелый в плане его этапности. Первый этап, он был дистанционный, там тебя тестируют по разным направлениям. Это и психология, это и лидерские качества, и математика, и русский, и общий кругозор. Ты набираешь баллы, если ты баллы набрал, а у нас 10 тысяч было заявок по Дальнему Востоку, только 300 отбирают. Да. Вот проходной, ты попадаешь уже в очный полуфинал. В очном полуфинале тебя опять тестируют, проверяют, ты или не ты ли отвечал на эти вопросы. Если ты и этот этап проходишь, тебя уже допускают конкретно к заданиям самого полуфинала. У нас на этом этапе 10% тоже отсеивалось. Потом уже задания дают. И из вот этих там 270 30 отбирают тех, кто пойдет в большой суперфинал. Со всего. Там у нас задания были разные, управленческие, на время. Там надо задачи было решить, как бы ты поступил в той или иной ситуации. Расчеты сделать. Там, то есть, заданий, наверное, 10 было вот, в течение 3 дней. И это ты в команде работаешь. Команда меняется каждый в день, иногда 2 раза менялась команда. То есть ты знакомишься с новыми людьми, тебе надо вовремя найти с ними коммуникацию и так далее. То есть это достаточно такой стрессовый конкурс, он тебя испытывает. А далее уже ты состязаешься на уровне всей России, там вот 300 человек со всей страны. Ты понимаешь, что тут управленцы это еще круче. Ну, удалось дать бой. Я рад, что мы вот вместе с Артемом, еще одним победителем с Якутии,
в эту сотню. И действительно А, доказали, что в Якутии есть управленцы. да. А вы решили участвовать в этом конкурсе сами или Сам, вот, ну, ваше желание было, да? сам, да. Сам Вот решили. я на вопрос Розали отвечу, да, что меня Пожалуйста. мотивирует, если у вас стремление к новой роли, то есть к новому направлению работы. Возможно, оно у меня и появится, да, со временем, когда на данном этапе работы я достигну результата. Ну, можно уже о некоторых результатах говорить. Ну, во-первых, да, самый главный результат, что мы начали оказывать плановую медицинскую. Следующий результат, что мы, вот буквально на днях вышел приказ Минздрава, мы открываем 3 филиала офтальмологической больницы в медцентре города Якутска, Балдане и Усть-Алдане. То есть мы тем самым прикрываем Южную Якутию по офтальмологическому обслуживанию, Заречье в Усть-Алдане, и медцентр города Якутска станет базовым опорным центром для подготовки к оперативному лечению населения города Якутска. Это вот в плане развития службы на перспективу. Далее это мы готовим к открытию новый центр неотложной офтальмологической помощи, который будет расположен на Свердлова, 17. И люди рядом с нашим основным зданием, прямо вот в 5 метрах, смогут получать помощь в неотложном порядке. Далее мы получили новое оборудование, и буквально на днях нам выдали впервые, вот я вот это подчеркну, я с коллегами специально по поводу этого уточнялся, аппараты ИВЛ. Не было в клинической больнице этих аппаратов. Значит, вот 2 аппарата по линии Минздрава мы получили, и за что мы благодарны Министерству здравоохранения, что они нам их выделили. Сейчас идет пусконаладка. Потому что это даст толчок к развитию еще новых видов операций, которые можно будет проводить на базе офтальмологической больницы. Следующим этапом это будет замена оборудования, мы сейчас думаем, как это сделать, которое именно непосредственно по офтальмологам. Плюс к этому мы научились, вот люди обращаются с районов, что приезжаешь к офтальмологу, они тебя посмотрели и сказали, ну все, мы тебя записываем в очередь, через год приезжай. Сейчас этого нет. Приехал, если показания есть, в течение 2-3 дней тебя положили. Ну, это отлично. То есть вот есть те вещи, которые конкретно вот характеризуют результат работы. Как только я выполню вот этот, те задачи, которые передо мной стоят, возможно, появится новое интересное направление, которым я захочу заниматься. И вот моя отличительная черта, в отличие от некоторых коллег, я не держусь за кресло, и поэтому мне легче работать. Я двигаюсь вперед, да и все. Я не боюсь его потерять. Потому что я знаю, что я результаты буду. И поэтому меня мотивирует в первую очередь то, что я делаю это для людей. Вот это, наверное, главная мотивация, которая есть. Вот Эльвира, да, задает вопрос. Да, Какие еще советы и вопросы есть. наставления Да. вы можете дать начинающему руководителю? Сплотить команду, чтобы команда четко понимала те задачи, которые ты ставишь перед ними и, соответственно, перед учреждением, чтобы они понимали, куда мы двигаемся, что мы развиваем и чего мы хотим достичь. Усилить, углубить и так далее – это не задача. Они должны быть все конкретные. То есть к 15 числу у нас должен быть там заработать вот это направление, к 20-му это направление, а тогда-то мы должны сделать вот это, вот это. То есть измеримо, конкретно и понятно. Вот, наверное, ну и главное, относиться к людям по-человечески, и тогда все Команда, будет хорошо. да. Да, конечно. Здравствуйте, Так. во сколько лет вы поняли, что хотите стать врачом? Вопрос, конечно, интересный. Ну, наверное. Ой. Это история жизни. У меня бабушка болела, и я жил только с ней, когда маленький был. И, соответственно, я ей оказывал определенную помощь. Там, давление научился мерить в 5-6 лет. И, может быть, вот это и породило определенно таким к тому, чтобы я выбрал медицинскую. Да, я тоже хотела вам задать этот вопрос, потому что я знаю, что у вас семья совершенно не относится к врачебной деятельности, да, и вдруг вот вы
меня опередили, и вы уже ответили на этот Да, вопрос. не вас опереди, вот Оксана задала этот вопрос. Так, ну вот Вот. еще один вопрос от Да, Марины. Марина, Дмитриевой. какие Мгм. советы вы дадите подрастающему поколению, нашей молодежи, чтобы стать таким же успешным? Вот, спасибо. Мир меняется, вы сами это видите, вы становитесь свидетелями этого. Даже вот вспомнить телефоны, да, смартфоны. Вот. Буквально 10 лет тому назад мы, наверное, даже не подумали, что в одном телефоне будет все. Да. Да, вот тебе камера, ежедневники там, и так далее. Были тогда еще кнопочные телефоны, там, в 2010 году еще таких-то смартфонов, там, это было. 10 лет всего прошло. А 20 лет назад мы еще даже не могли представить, что будут сотовые. У нас были пейджеры. Я-то хорошо это помню время, там пейджеры единственный способ связи был. А сейчас вот мы по Zoom общаемся, да, кто бы проводим мог так лекции и подумать, так далее. Поэтому вот главный совет, наверное, молодежи, который я бы дал, это четко улавливать те изменения, которые происходят, и прогнозировать, что будет дальше. Потому что не поймав эту волну, вы можете оказаться на обочине жизни. Как бы это ни печально звучало. Это надо обладать не одной компетенцией, а многими. Потому что уже, наверное, Людмила, не в обиду, я про библиотеку скажу, просто потому что мы сейчас... Библиотека. Вот будет ли библиотекарь в таком же виде специальность, которая она есть в нынешнее время? Наверное, нет. Потому что книгу может выдать там автомат. Другой вопрос, библиотекарь сможет рассказать об этой книге. Почему она лучше? Поэтому ему нужно обладать определенными компетенциями, то есть где-то почитать что-то, набор знаний, еще больше. А может быть, ему и нужен еще будет английский язык, чтобы как-то заинтересовывать людей. А может быть, ему нужны будут цифровые знания, вот чтобы вот так проводить онлайн-презентации. Тоже должен идти в ногу со временем. Я с вами вполне согласна здесь, да. Вот я и говорю, вот в этом вся и задача современной молодежи, чтобы они все время учились, улавливали и чувствовали это. Вот тогда, наверное, я думаю, у них все будет впереди. Но не останавливаться всегда на достигнутом. Я, допустим, сейчас опять учусь, да, несмотря на то, что у меня там куча образований и так далее. Да? Вот сейчас я 2 образовательные программы получаю в Российской академии госслужбы, да, там, по разным направлениям. Совмещаю это с работой, да, пытаюсь там как-то что-то, да, делать. Но вот хотелось бы, чтобы у нас также молодежь относилась к этому, а не жила только сегодняшним днем. Я не живу сегодняшним. Я все-таки немножко наперед стараюсь смотреть. Светлана вот Лебедева, мы студенты. Было бы интересно послушать про ваши студенческие годы. Что конкретно вас интересует? Был ли я ботаником или зубрил все? Нет, я старался все совмещать. У меня была активная студенческая жизнь, я был и в профсоюзе, и был старостой курса, и старался там учиться хорошо. Я закончил с красным дипломом мединститут, но у меня был период, когда у меня успеваемость скатилась, потому что я начал совмещать с работой. Я работал санитаром в нейрохирургическом отделении Национального центра медицины, причем я туда с периодами возвращался, и у меня были все время ночные дежурства, и я приходил после этих ночных дежурств в 8 утра на лекцию, и я понимал, что я ничего не понимаю, я хотел очень сильно спать. И у меня после этого успеваемость начала скатываться. Вот тогда я задумался о том, что что-то надо менять. Поэтому, конечно, был приоритет учебы. Очень много, что мы проводили в плане совместных мероприятий. Я был не примерным с точки зрения поведения студентов. Поведение это было нормально, но я спорил, я отстаивал всегда точку зрения, я доказывал, что где-то я прав. Кому-то это нравилось, кому-то не нравилось, но вот я был таким студентом активным, имеющим свою точку зрения. Так, Иван, скажите, пожалуйста, как вы считаете, обязательно ли успешному человеку иметь семью? И, как говорят, иметь крепкий тыл. Крепкий тыл. Это помогает? И расскажите немного о своей семье, о себе. Вот тут как раз вопрос, да, как вы совмещаете работу и семейные обязательства. А вот под семейными обязательствами там что скрывается-то? Как бы это...
Если про супружеский долг, это отдельная история, и не для зума. Вот. А про, там, допустим, в целом, про семью, я считаю, да, семья должна быть, тыл должен быть, потому что ты же Крепкий приходишь, тыл именно, да. Что вы более уверены, наверное, да, или как-то вот знаешь, ну, что да, но на самом деле тяжело, конечно, совмещать, где-то пытаешься находить компромиссы и так далее. Но у меня семья, у меня сын, супруга, я, ну вот, ну, то есть, мой брат там со своей семьей, но он уже здесь не живет, папа, мама. Вот, ну, поэтому у вас, я ну, вижу, крепкая дружная семья, вы поддерживаете друг друга, да? ну, стараемся, по крайней мере, где-то, конечно, ссоримся, где-то выясняем отношения, Ну, это как спорим, у всех. там, пытаемся Не доказывать без что-то. этого, конечно, да. А Вот, вот, ага, скажите, пожалуйста, да, вот 2020 год был очень событийным для вас, да? Вот, и назначение главным врачом, и участие в этом суперконкурсе, да, лидера России, и затем, ну, поздравить вас, вы получили награду, довольно-таки награду за заслуги перед Отечеством второй степени. И вот медаль, медаль. скажите, медаль, да. Скажите, изменилось ли к вам после этого вот отношение ваших друзей и знакомых после этих событий? Может быть, кто-то там позавидовал вам, может Ну, быть, вы кто-то правильно все говорите. наоборот сказал, что молодец, Иван, продолжай в таком же духе. Вот что Ну, вы можете ответить? я отвечу так, сколько людей, столько и мнений. Конечно же, я почувствовал и зависть, да, у некоторых людей. Ну, бог им судья, я никогда никому не завидовал, да, и того же и желаю, да. Не надо завидовать, надо просто работать. Не я же сам себя там на эти награды подаю, да, и сам на себя ходатайство пишу, да, поэтому ну, просто надо понимать эту вещь, да, и понимать, что это награда не за то, что я с президентом пообщался, да, эти вещи делаются намного заранее, и никто не знает. Придет время, когда я там расскажу о том, как мы работали в красной зоне и за что там какие-то определенные награды давали, но не сейчас. Что касается там людей, были и те, кто поддерживал, я им вот, действительно признателен, люди были рядом, и на самом деле эта вот награда, она показала, кто что стоит. Вот с кем можно в разведку пойти, а кто вот Ну был вот, рядом с поэтому я вот тобой. спросила, да, Да, задала этот то есть, вопрос. То есть, ну, я говорю, в отличие вот от тех, кто так себя поступает, я так себя не веду. Ну, надо выше быть этого, и все. Я всегда поддерживал тех, кто от Якутии чего-то добивается, да, где-то растет, где-то там, формирует положительный образ нашей республики. Вот, и неважно, как я отношусь к этому человеку. Если он добился этого, ну, значит, он добился, он молодец. Классно же. то есть вы Надо радуетесь, стремиться. наоборот, и Я всегда стремиться к радуюсь за это. этому, да. Конечно. Вот. Надо быть позитивнее, тогда все хорошо будет. Я А отвечу, вот, да, вот на два вопроса, да, которые да, здесь. пожалуйста, пожалуйста. Ага. Добрый вечер. Интересно узнать, какая ваша любимая книга Ну или вот фильм. опять меня опередили. А, Да, пожалуйста, ну, хорошо. отвечайте. Значит, книга, ну, это не учебник общественного здоровья и организации здравоохранения. Я перечитывал несколько раз Булгакова «Мастер и Маргариту», и каждый раз я для себя открывал новое, потому что когда ты ее читаешь в школьном возрасте, это одно, когда ты читаешь в студенчестве, это другое, Ну а это когда да. ты читаешь вот сейчас уже с позиции там, прожитых лет, совершенно третье. Вот. А что касается фильма на самом деле у меня много любимых. Ну, давайте вот я из таких последних, да, и, может быть, старых фильмов, да, но я люблю там, комедии Гайдая, да, там, Иван Васильевич меняет профессию, могу посмотреть, там, «Бриллиантовую руку», «12 стульев» очень нравится, с Мироновым. А современные, вот, Гарри Поттер, «Властелин колец», нравится фантастика, «Интерстеллар», фильмы, вообще вот фильмы, которые снимает Нолан, мне очень нравятся. Вот почти все, которые последние вот его хиты, начиная там от «Бэтмена», «Начало» и вот заканчивая последним фильмом «Довод», вот, ну, талантливый режиссер может так завернуть сюжет, что вот он долго еще думаешь, где ты был, где ты упустил тот момент, где произошло вот
кульминация. Поэтому вот по фильмам, наверное, так. И вот обязательства, возвращаясь по поводу семьи, купить хлеб, провести с семьей выходные, помочь постирать. Ну, Ну, вот это да, это насущный рядом вопрос. со мной сейчас сын сидит, он, конечно, промолчит, застесняется ответить, но вот я сходил сейчас, хлеб, ну не хлеб купил, но сметану купил домой, там, выходные, я с тобой выходные провожу иногда, ага, ну вот, говорит, ага, Ну вот. значит, ну а постирать, машинка есть, закидываю, то уж сушу, там глажу. То есть вы не считаете зазорным помочь и участвовать в семье, помогать семье? Абсолютно. Я Ну, посуду мою, там, рубашки себе глажу, как бы ну, нормально это все. Руки же отлично. есть, я Но вообще я не тебе понимаю говорю, этого. что у вас Если руки есть, вы ноги есть, проблема. все 24 часа работаете, все успеваете. Ну, раз мы заговорили о книгах, да, вот хочу задать такой вопрос. Вот что сейчас, есть у вас, что вы сейчас читаете? Вот на тумбочке лежит какая-то книга, которая вы... Мгм. О, Видно? видно. Вот буквально я был в Москве недавно, и Егор Афанасьевич мне свою книгу с своей биографией подарил, да, вот, Петру Ивану Петровичу за совместную работу. Я читаю сейчас биографию Егора Афанасьевича, почему, да? Потому что мне интересно, человек все-таки занимал высокую должность и принимал решения судьбоносные для республики, как и любой глава республики, который был. И Михаил Ефимович Николаев, и Вячеслав Анатольевич, и сейчас Александру Сергеевичу достаточно сложно в период вот, и пандемии, и тех вызовов, которые сейчас ставят экономический кризис, принимать решения. Мне очень было бы интересно, надеюсь, потом Александр Сергеевич тоже такую книгу выпустит, читать, потому что ты учишься. И там же ведь, вот, допустим, Егоров, значит, там и про ошибки говорит, которые были допущены где-то, и там, решения, какие были приняты неверно. И ты понимаешь, вот, как человек мыслил в тот или иной период времени и сопоставляешь его с историческими событиями. И пытаешься где-то анализировать современное состояние и думать об этом, ну, как быть. А как вы относитесь, согласны с тем, что, как сказал один классик, что всем хорошим, что есть во мне, я обязан книгам? То есть вот то, что вы читаете, вы применяете эти знания, да? Согласны вот с этим утверждением? Что Отчасти. книга оказывает или нет, или как? Книга Влияние. оказывает, но не всем хорошим, да, что есть. Я всем хорошим, наверное, обязан своим родителям, а потом Но школе. книга тоже оказывает, то есть оказывает. Вы все-таки Книга в этом... оказывает, да. Да. Мгм. Так, хорошо. Так, теперь, тут здесь вот тоже один вопрос, да? У вас есть хобби? Есть ли у меня хобби? Есть, у меня несколько их. Допустим, я коллекционирую монеты разных стран, и не только стран, и нашего государства. Вот, там 10-рублевые, вот, когда были с разными там, городами, там, юбилейные монеты. Вот это вещи я делаю. Теперь это первое. Второе хобби – это рыбалка. Вот я очень люблю. Это возможность моей отдушины от работы. Занимаюсь спортом, плаванием, но это на уровне такого как хобби. Вот. И вот про следующий вопрос, опять же, да, Вячеслав Иванович задает. Работа в красной зоне повлияла ли на ваше мировоззрение и восприятие мира? Да, повлияла. Причем достаточно сильно. Во-первых, повлияло, когда я сам заболел, и я увидел отношения тех людей, которые были со мной рядом, истинные. Вот знаете, когда люди начинают от тебя отворачиваться и ну, различную информацию про тебя пускать, ну, как прокаженный и так далее, это очень сильно влияет на отношения к людям. Ну, начинаешь по-другому их оценивать. А по поводу самой красной зоны, ну, когда сталкиваешься с людьми, которые болеют ковидом, стараешься им помочь, и когда ты понимаешь, что ковид протекает у людей по-разному, в том числе и с когнитивными расстройствами, и когда по-простому человек ведет себя неадекватно на фоне болезни, ты начинаешь по-другому относиться
Поэтому, когда человек говорит, что он сейчас спрыгнет с 7-го этажа в отделении, и ты с ним сидишь и разговариваешь, или когда он у тебя вызывает каждые 5 минут и говорит, что ты к нему не приходил, когда ты уже начинаешь с телефоном заходить, на видео снимать весь наш разговор, а потом ему показывать, ну, по-другому, опять же, оценивать. Или когда останавливается все, да, и ты понимаешь, что мы зависим всего лишь от какого-то маленького вируса, который меняет полностью все Ну наше все, отношение. перевернул. Все, Да. да, действительно. Как бы тут... Так, Иван, спасибо за ответ. А вот скажите, пожалуйста, вас многие знают как телеведущего на канале НВК «Саха». Ну вот я Вот же говорю, что это? картинка. Да, да, что это? Это ваши амбиции? Или вы решили себя попробовать совсем в другой области, далекой от медицины? Или это ваши Нет. хобби? Вот сейчас вы Вот, говорили. наверное, это как? даже, да, вот это одно из тех хобби, да, которое, ну, вот мне оппоненты мои любят говорить, ну, за хобби зарплату не получают, но, допустим, вот сейчас я работаю на канале Якутия-24, веду программу, я за нее зарплату не получаю. Ну, как вот тогда? Ну, хобби, наверное. А почему? Да потому что, когда ты работаешь на телевидении, во-первых, Ну. ты общаешься с разными людьми. Это позволяет развиваться тебе самому, потому что когда ты готовишься к эфиру, ты читаешь про человека, ты читаешь, чем он занимается, ты изучаешь тот вопрос, который ты будешь обсуждать. И благодаря этому ты ведь становишься богаче на знания. А я И еще раз кругозор, повторю, да, знание – это расширяет, да. очень важная вещь, особенно в современном мире. И, наверное, отчасти благодаря этому мне на лидерах было легче, потому что были кейсы, которые мы решали, они связаны из разных жизненных ситуаций. А я с этими людьми общался, я чувствовал, чего хотят люди. И вот это, наверное, ну, такой момент важный, да, в части занятия моего телевидения. Ну и это же тренирует в тебе навык выступления перед аудиторией. Поэтому вот. Ну, я смотрю, что вам это интересно. Если бы Мне было это вам это интересно, да. неинтересно, то вы бы этим не занимались. А именно... Ну, вот у меня завтра, допустим, будет эфир, мы будем говорить про там, административную комиссию, торговые предприятия, как кошмарят, не кошмарят бизнес. Ну, смотрите в 7:15 на канале Якутия-24. Вот тут вопрос длинный Мария задала сейчас. Хотелось бы узнать ваше мнение, так, что важнее, работа или семья, и что вы будете делать, если на семью не будет времени. Если выбрать семью, то не будет времени на работу, а есть риск увольнения. Совместить это почти невозможно, чтобы в нашей стране не будет много стресса. Хотела бы от вас советы по поводу этого. Как задели вас вот именно эти семейные обстоятельства? Так. Угу. Что вы ответите? Что посоветуете? Сложный вопрос. Ну, да. Знаете, в организации работы нет предела совершенства. Я где бы ни работал, я всегда фильм выстраивал разные. Где-то я там мог сидеть до 9 вечера, да, где-то мог справиться и за 3 часа. Вопрос организации труда самого себя. Четкое определение тех задач, которые важны, не важны, и те, которые можно засунуть в долгий ящик, к ним все равно никто не вернется. Вот, наверное, если ты научишься этим заниматься, то тогда у тебя будет время и на вот общение с вами, да, вот сейчас я же нашел его, да, и на семью, и на занятия, вот хобби, и это у тебя будет выстроено все четкое планирование того, чем ты занимаешься. Да, есть сферы, где, возможно, это тяжело делать. Те же самые врачи, которые дежурят посменно. Да, ну, наверное, сложновато будет, но, опять же, есть смена, которую ты можешь направить и уделить внимание семье. Или ты можешь выбрать и уделить внимание самообразованию. Или ты можешь заняться еще чем-то. Это же выбор каждого человека. А если передо мной станет такой выбор, я надеюсь, он передо мной не станет. Так, хорошо. Иван, а теперь давайте такие вопросы. Давайте. А если у вас кумир человек, у которого вы многому научились? Интересно. Знаете, какого-то одного нет, наверное. Я всегда стараюсь брать и впитывать положительные качества всех, наверное, моих наставников, которые у меня были за всю мою жизнь. Да? Пусть небольшую, но
достаточно активную, и я у каждого учился. Потому что я понимал, что люди пытаются, ну, мне помочь, может, где-то дать какой-то совет. И исходя из этого я всегда выстраивал, ну, свою работу. И какого-то отдельно человека выделить, наверное, сложновато. Ну, то есть Должен вы в от каждой всех сфере своих был... наставников, да, берете самое лучшее, да? Да. Вот, все это. А вот назовите, можете ли вы назвать 3 качества успешного человека, на ваш взгляд? Профессионализм, Так, раз. отзывчивость Так, 2. и внимательность. Так, профессионализм, отзывчивость и внимательность. Хорошо, спасибо. Я думаю, услышали все, кто сейчас. Каждый, может быть, применит это к себе. А вот было ли у вас на вашем пути что-то такое, о чем вы сожалеете? Да, было. Было такое. Я сожалею до сих пор о том, что я выбрал в 2007 году ординатуру по организации здравоохранения, а не интернатуру по терапии. Ясно, да. Я до Так. сих пор об этом сожалею. Почему? Потому что надо было пройти интернатуру по терапии, а после этого поступить в аспирантуру по организации здравоохранения. И было бы все правильно. Ну вот, как случилось. Так случилось, да? Ну что, может быть, Когда что я не стоял... делается, все к лучшему. Да, ну, сам виноват. Я свой выбор сделал не совсем правильно, поэтому, возможно, я пытаюсь сейчас вот своей работой показать, что я не зря выбрал это направление, пусть без интернатуры по терапии, но я, тем не менее, на своем поприще могу приносить пользу. Так, вот еще такие блиц-вопросы. Маленькие, коротенькие. Угу. Ваше любимое время года? Ну, весна и лето, конечно. Весна и лето. Ваш любимый цвет? Такого нет. Угу. Я ко всем цветам. А ваше любимое время суток? Ой. Ну, световой день. Вот так. Так, а если у вас любимое блюдо? Вот что не надоедает вам? Вы готовы есть постоянно? Есть такое или нет? Я тут задумался. Пельмени-то мне всегда нравились. Вот. Ну вот, прямо такого, чтобы вот, да я всеядный. Я не люблю только 2 вещи. Я лук не ем. И сало не люблю жареное. Вот от него. Ясно. Ну вот, видите, сколько много мы про вас все узнали. остальное я ем. Так, а ваш любимый цветок есть? Цветок? Да, ну, может быть, вот кто-то там ромашку любит, кто-то еще, или Нет, вы равнодушны? Мне все цветы нравятся. У меня нет там такого, что... Все прекрасны, все красивы. Очень прекрасно. Так, а здесь сегодня у нас присутствует очень много молодых людей, да, и вот школьники даже. Вот. А что бы вы посоветовали молодым людям, которым вот предстоит выбрать дорогу в жизнь? Взвесить все за и против. Прежде чем... И да, потому что, знаете, я сталкивался с теми людьми, которые поступали там в ВУЗ, поступали в среднее специальное учебное заведение, которые из-под палки поступали, скажем так. А потом по факту не работали, и у них не горело сердце заниматься тем, чем они занимаются. И это для них была большая трагедия, что они потом выбрали не тот путь. Это же время потеряно. Ну, даже самая медицина. Ну, 6 лет ты в ВУЗе, потом 2 года ординатуры, 8 лет. 8 лет своей молодой активной жизни, и потом не работаешь врачом. Может быть, надо было на самом начальном этапе жизни определиться, чего ты хочешь. Я вообще сторонник того, чтобы проводили психологическое тестирование перед тем, как поступает человек в какое-либо образовательное учреждение, чтобы уже определять его склонности к тому или иному направлению. Поэтому, может быть, вы даже для себя пройдете такое тестирование и поймете, но это не мое.
Я не смогу там с людьми работать, да, я там не коммуникабельный, но зато я могу там работать с цифрами, там где-то сам по себе и так далее. Но это же тоже польза людям. Ну вот выберите это направление, вам же легче, вы будете удовлетворены своей жизнью и своей работой. Наверное, вот этот главный совет. Всё, спасибо за ваш совет. Вот здесь написано: Иван, в преддверии наступающего года поздравляем вас с будущим 2021 годом. Желаем здоровья вам и вашей семье. Особенно это актуально в это время. Спокойного и уверенного отношения к своим профессиональным обязанностям и к окружающим вас людям. Всем добра и позитива во всем и всегда. Очень хорошее пожелание. И здесь дальше идет. А что мешает вам жить, а что помогает, о чем вы мечтаете? Спасибо, всего вам доброго. Ну, по-моему, до вы свидания, мол, да, понятно. говорили. Так, что мешает мне жить? Мне жить-то, ну, жить-то мне особо ничего не мешает. Да, вроде все есть. Что помогает? Помогают добрые советы, помогают наставники, да, вот о которых мы тоже говорили. Я говорил, их много, они всегда могут прийти на помощь и дать этот совет. Помогает цель в жизни. Значит, о чем я мечтаю? Наверное, это вопрос такой очень сложный, Ну, это потому да. что мечт много, да, сформулировать их, ну, наверное, как и любой человек, мечтает быть счастливым, а счастье – это такая совокупная характеристика того, что мы делаем, и если мы чего-то добиваемся, наверное, человек становится счастливым. Вот, наверное, я бы так ответил на этот вопрос. А вот и последнее. Мгм. Закончите фразу. Для меня быть якутянином значит... Значит, гордиться своей малой родиной и делать все возможное для того, чтобы она развивалась, и жители нашей республики чувствовали себя счастливыми. Спасибо. И разрешите мне на этой позитивной ноте поблагодарить вас за нашу встречу, поблагодарить всех, кто был с нами. Берегите себя и берегите своих близких. Надеемся, что мы еще с вами встретимся. Огромное спасибо, что вы нашли время, чтобы встретиться с нами и откровенно, подробно и честно ответили на все вопросы, которые вам были заданы. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Спасибо вам, Людмила, большое за теплые слова. Я хотел бы тоже поблагодарить всех, кто в течение этого часа, это вечером найти столько времени и уделить мне, это очень приятно. Поздравить всех с наступающим Новым годом. Если я где-то не ответил на какие-то вопросы, которые вас интересуют, или вы, может быть, их просто не захотели задавать лично, может быть, это не связано там, с моей работой в офтальмологии, вы можете их задать мне в личку в Инстаграме, меня легко там найти, или в Фейсбуке. Я отвечаю всегда сам. У меня там нет пресс-секретарей, помощников, меня там пишут. И хочется всем пожелать, чтобы этот год, пусть он был и тяжелый где-то, но все-таки он уйдет, и 2021 год для всех нас будет новым, будет позитивным, и каждый из нас вынесет из него что-то полезное, чтобы маленькое, но то желание, которое мы загадаем в новогоднюю ночь, оно чтобы сбылось. Спасибо огромное за теплые, добрые слова. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До До свидания. свидания.